то время, когда я был тяжело ранен и знал, что Хизбалла собирается атаковать спасательную миссию еврейских солдат, по его словам, они должны были сказать мне, что я мусор, но вместо этого они положили меня на носилки, подняли их и поддержали еще 4 еврейскими солдатами. Солдаты пробежали 3 километра под огнем из РПГ, которые пролетали у нас над головой, и буквально вынесли меня в безопасное место, спасая мою жизнь. Они не обязаны были этого делать, исходя из того, о чем вы думаете. Все говорят об отношениях между арабами и евреями. И позвольте мне сказать вам, почему я так уверен, почему у меня такая сильная позиция по этому поводу. Потому что пока вы несете чушь о том, что происходит, я это чувствовал. Я это обонял. Я это пробовал на вкус. Я это видел. Я это слышал. Это случилось со мной. Вы хотите лгать, продолжайте лгать. Но простой факт заключается в том, что когда вы встаете и говорите о мифе об апартеиде, вам нужно понимать, что когда вы говорите об этом, вы либо приводите факты, либо молчите. О, я вижу, мы уже вовсю веселимся. Но прежде всего я рад, что вы, господин президент, затронули тему публикаций в социальных сетях. Потому что вот, послушайте это. Я понимаю, я переведу, не волнуйтесь. Это для большинства присутствующих здесь, понимающих арабский. Хорошо, судя по тому, что они говорят, это палестинец, не связанный с Хамасом. Это просто гражданин. И он говорит: «Папа, Аллах Акбар, я только что убил 10 евреев. У меня на руках кровь. Я украл ее телефон. Я говорю с тобой с ее телефона». Это палестинец, которого вы будете называть гражданским лицом, если армия обороны Израиля уничтожит его. Итак, это одно из многих видео, которые выложил Хамас. И они сами гордились тем, что убивали, угадайте кого, арабов и евреев 7 октября. И как раз перед началом моей речи, знаете, забавно, господин президент, что вы, египтянин, говорите о земле Палестины и тянете время, как в 1948 году, когда арабы не согласились с планом раздела, а евреи согласились. И они развязали войну и проиграли войну. Они проиграли войну, но знаете что? Они удержали западный берег и Газу. Знаете ли вы, кто на самом деле правил Газой в период 48 по 67 год? И кто правил западным берегом в период 48 по 68 год? Нет, не Израиль. В Газе это был Египет, а на западном берегу — Иордания, незаконно проникшая туда. Это был риторический вопрос, потому что мне безразличен ваш ответ. С 48 по 67 год вы, египтянин, должны знать, что Египет контролировал Газу. Однако они никогда не предлагали палестинцам создать государство, за которое они сейчас сражаются. Они также сражаются за западный берег. Они сражаются за границы с 67 года. По крайней мере, этого хочет палестинская администрация, а не Мохаммад Аль-Курд и все выступающие здесь, которые хотят уничтожения Израиля от реки до моря, верно? Но вот в чем дело. Готов поспорить, что вы понятия не имеете, какая река и какое море. Но вы, как зомби, кричите: от реки до моря, Палестина должна быть свободной. Послушайте внимательно. Если вы хотите свободной Палестины, сначала освободите Палестину от Хамаса. Сначала освободите Палестину от террористов. Да, конечно, вы недовольны, но вот в чем дело. Если я говорю «освободите Палестину от Хамаса», а вы меня освистываете, то, ребята, к сожалению, вынужден вам сказать, что вы поддерживаете террористов. И точка. В этом суть. Вы знаете, почему я здесь? Я здесь, во-первых, только для того, чтобы показать вам, что мы не боимся противостоять всем этим антиизраильски настроенным юристам, которые раз за разом искажают факты и лгут. И что самое удивительное, большинство из вас никогда не были в Израиле, никогда не жили в Израиле, и у вас хватает наглости прийти и говорить с арабом, который родился в Хайфе, крупнейшем городе Израиля со смешанным населением, вырос в Назарете, одном из крупнейших арабских городов Израиля. И у вас хватает наглости говорить мне, что я живу при режиме апартеида. Вам должно быть стыдно. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Поэтому позвольте мне по порядку объяснить, что происходит. Давайте вернемся в мое детство.
Я араб-израильтянин, родился в Хайфе, крупнейшем городе Израиля со смешанным населением, где живут христиане, мусульмане, друзы и евреи. В возрасте 3 лет мы с родителями переехали в Назарет, который в то время был крупнейшим арабским городом Израиля. Сегодня это Рахат. И то, как я рос, взрослел, потому что, знаете ли, жить вместе с евреями и арабами и играть в футбол — это то, что нам нравилось. И поскольку мы играли в футбол в Хайфе, самом большом городе со смешанным населением, где евреи, христиане, мусульмане и друзы играли вместе. И как вы думаете, в возрасте 11-12 лет нас волновало, что этот парень не еврей, а этот араб? Мы просто хотели вместе поиграть в футбол. И это то, что мы делали. И постепенно мы начали встречаться, выпивать и даже приглашать друг друга на праздники. Да, например, на Рождество. Друзья-христиане приглашали евреев, мусульман и друзов, например, на праздник Рождества. Будь то Эйд аль-Адха, мусульмане приглашали друзов с евреями и христианами. А христиане и евреи приглашали всех встретиться друг с другом. Вот как проходили эти праздники вместе. И да, когда была Пасха, евреи приглашали христиан, мусульман и друзов к себе. Вот как мы преодолевали разделение. Кроме того, мы хотели выучить иврит и арабский, потому что с помощью этого языка можно преодолеть разделение. Так я вырос. И когда мне исполнилось 16 лет, я задал себе очень простой вопрос, потому что увидел, что мои друзья-мужчины-друзы и друзья-евреи начинают записываться в армию обороны Израиля. Я задал себе вопрос, почему я не служу в армии обороны Израиля? Очевидно, некоторые люди не понимают, что арабы-христиане и арабы-мусульмане не обязаны служить в армии обороны Израиля. Но если вы хотите, вы можете стать добровольцем. Я решил стать добровольцем и служить в армии обороны Израиля. Многие люди спрашивали меня, почему ты принял такое решение служить в армии? Я сказал, ребята, все дело в названии. Это армия обороны Израиля, а не армия обороны евреев. И когда Хамас, Хизболла и иранский режим нападают на Израиль, они нападают на все города Израиля. И когда армия обороны Израиля защищает Израиль, она защищает всех граждан Израиля. Хотите вы этого или нет? Вот как я на это смотрел, и вот так именно это было. И когда мне было 18 лет, всего за 1,5 месяца до начала моей службы, ко мне подошел человек и спросил, «Юсеф, ты абсолютно уверен, что это тот путь, по которому ты хочешь идти?» И я сказал, что да. Я на 100% уверен, что это именно тот путь, которому я хочу следовать. Все это продолжалось вплоть до 4 октября 2003 года. 4 октября 2003 года, то есть за 1,5 месяца до начала моей службы, палестинская террористка-смертница вошла в ресторан «Максим» в Хайфе и взорвала его. Этот ресторан, совладельцами которого являются арабы и евреи. Там едят и работают как арабы, так и евреи. В результате этого ужасного нападения был убит 21 израильтянин. Арабы и евреи, более 50 человек, получили ранения. Арабы и евреи. Арабы и евреи были убиты из-за этой палестинской террористки. С того момента я понял одну вещь. Мое решение не было 100%. Оно стало на 1,000,000%. Я знал, что служить в армии обороны Израиля — это не только правильно, но и наиболее нравственный способ защищать свое общество. И когда я говорю «мое общество», я не имею в виду еврейское общество. Я говорю об израильском обществе, где евреи и арабы живут вместе. И вы можете кричать о позоре сколько угодно. Как я уже говорил вам, я очень горжусь каждым своим решением защитить свою страну, свое общество и свой народ от террористических организаций, таких как Хамас, которые раз за разом убивают арабов и евреев. Теперь, спустя год, я стал командиром. Я, как араб, был командиром еврейских солдат в армии обороны Израиля. Вот вам апартеид. Вы говорите об апартеиде. Я отдавал приказы еврейским солдатам. Они делали то, что приказывал им арабский солдат армии Израиля. Вот в чем дело. На самом деле я собираюсь изложить вам суть дела. Однажды я был на лекции, и они высказали именно эту мысль. Когда я сказал, что я араб, я командовал еврейскими солдатами в армии обороны Израиля, какой-то антиизраильски настроенный зомби встает и говорит: «Юсеф, ты абсолютный лох. Знаешь почему?» И я спросил, почему. Потому что если от тебя не будет никакой пользы, ты останешься арабом, евреи выпнут тебя и выбросят тебя на помойку. Вот что мне сказали перед 500 студентами. Когда от тебя не будет никакой пользы, евреи тебя выбросят. Все начали аплодировать. Антиизраильски настроенная толпа хлопает и любит повеселиться. И я сказал: очень интересно, потому что знаете что? У меня есть история, когда от меня на самом деле не было никакой пользы. И от меня не только не было никакой пользы, но и мое спасение подвергало опасности жизни евреев. Я сказал этому человеку, который сказал мне, что евреи выбросят тебя на помойку.
По сути, это было самое подходящее время для того, чтобы выбросить меня на помойку. Но вместо этого 4 солдат положили меня на носилки. Это произошло, когда я участвовал во Второй Ливанской войне, сражаясь с террористической организацией Хизбулла, и был ранен за 4 дня до прекращения огня. В то время, когда я был тяжело ранен и знал, что Хизбулла собирается атаковать спасательную миссию еврейских солдат, по его словам, они должны были сказать мне, что я мусор, но вместо этого они положили меня на носилки, подняли их и поддержали еще 4 еврейскими солдатами. Солдаты пробежали 3 километра под огнем из РПГ, которые пролетали у нас над головой, и буквально вынесли меня в безопасное место, спасая мою жизнь. Они не обязаны были этого делать, исходя из того, о чем вы думаете. Все говорят об отношениях между арабами и евреями. И позвольте мне сказать вам, почему я так уверен, почему у меня такая сильная позиция по этому поводу. Потому что пока вы несете чушь о том, что происходит, я это чувствовал. Я это обонял. Я это пробовал на вкус. Я это видел. Я это слышал. Это случилось со мной. Вы хотите лгать, продолжайте лгать. Но простой факт заключается в том, что когда вы встаете и говорите о мифе об апартеиде, вам нужно понимать, что когда вы говорите об этом, вы либо приводите факты, либо молчите. Потому что по данным Amnesty International, Израиль устанавливает режим апартеида от реки до моря, включая 2 миллиона израильтян арабского происхождения, что является печатной ложью от реки до моря. Потому что вот я здесь. На самом деле, это я получил степень почетного доктора университета в Израиле. Если говорить об образованных людях, то это Салим Джубран, арабский судья, отправивший в тюрьму премьер-министра еврея и президента еврея за совершение преступлений. Оба они были евреями. Арабский судья отправил в тюрьму еврейского министра и еврейского президента. Вы видите этого чиновника? Это депутат Кнессета, самый антиизраильски настроенный депутат Кнессета в Израиле. Но при этом он зарабатывает $10 тысяч от налогоплательщиков, большинство из которых евреи. И он имеет право говорить против Израиля столько, сколько ему хочется. Если бы все жили при апартеиде, он бы сейчас сидел в тюрьме. Знаете, что самое удивительное? Есть такой стереотип. Говорят, что евреи контролируют деньги. Евреи контролируют деньги. Но угадайте что? Самар Хаджакия, араб-мусульманин из города Тайби. Знаете, что такого удивительного в Самре Хаджаки, точнее докторе Самр Хаджаки? Он был главой крупнейшего банка в Израиле. Араб-мусульманин является главой крупнейшего банка в Израиле. И это стереотип, когда вы говорите, что евреи контролируют деньги. Взгляните на это. Это Анан Халили. Он араб-мусульманин, выступающий за израильскую футбольную команду. Более того, когда он выступал за сборную Израиля по футболу среди юношей до 19 лет, он стал лучшим бомбардиром, а Израиль добился невероятного успеха, заняв 3-е место в футболе. Я говорю вам, это срыв мозга. А теперь, прежде чем я закончу, вот чего вы не услышите. Чего вы не услышите от наших милых джентльменов и присутствующих здесь оппонентов? Вы не услышите, чтобы они говорили об этом человеке. Я даже не уверен, что они знают, кто этот человек. У вас есть какие-нибудь идеи, господин президент? Кто-нибудь? У кого-нибудь есть идеи, кто это? Конечно, нет. Это Ислам Хаджази. Хамас выпустил в нее более 90 пуль, потому что она отказалась оказывать им помощь. Она была ответственна за оказание гуманитарной помощи, и когда террористы из Хамаса пришли за этой помощью, а она отказалась, они застрелили ее. И вот мое последнее замечание об апартеиде, об отношениях арабов и евреев. Есть ли кто-нибудь здесь? Знаете ли вы вообще, кто они такие? Юсеф и Хамза. Юсеф и Хамза – израильские арабы-мусульмане, которые были похищены террористической организацией Хамас 7 октября и до сих пор находятся в заложниках в течение 415 дней. Такова реальность. Если подумать, посмотрите на этого человека, который освистывает арабских мусульман. Итак, если вы хотите понять реальность, здесь есть человек, который освистывает арабских мусульман, находящихся в заложниках у террористической организации Хамас. Это абсолютно невероятно. Есть причина, по которой все вы, большинство из вас, говорите о 40 тысячах. Задайте себе вопрос, почему вы никогда не проводите различия между вооруженными и гражданскими лицами? Почему вы всегда приводите 40 тысяч человек? Как только вы начнете осознавать, что армии обороны Израиля удалось уничтожить более 10 тысяч террористов, вы поймете, что такое так называемое соотношение сил в войне, которую, к сожалению, начал Хамас. Дамы и господа, нравится вам это или нет, но то, что происходит сегодня в Газе, что происходит в войне, которую вы, я имею в виду Хамас и его сторонники, начали, а теперь они плачут. Это происходит только из-за того простого факта, что вы проигрываете. Вы проигрываете, вы теряете ливанцев, вы теряете арабский мир, вы теряете всех до единого.
И знаете, почему вы проигрываете? Потому что вы думали, что сможете уничтожить Израиль. Но Израиль здесь, чтобы остаться.